Современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусств». И я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств», Центра современного искусства «Облака». Здравствуйте, друзья. Каждый раз на студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь чуть-чуть лучше, интереснее или много интереснее. Сегодня у нас в гостях руководитель Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Помимо этой должности Артур руководит Большим фондом имени Спивакова. Вернее, просто фондом Спивакова, прошу прощения. Ну и помимо всего прочего, это просто маэстро. Артур, привет. Привет, дорогой Валериан. Спасибо за приглашение. Всегда с большой радостью к тебе. Давно не виделись. Да. Это не получалось. Но а зато теперь в новом получилось. статусе. Это классно. А теперь получилось. Да. Друзья, начнем мы с новостей культурных событий, которые подготовила нам Зарина Гасина. Итак, в Уфе с гастролями находится Татарский академический театр имени Камала. И 17 февраля уфимцы увидят спектакль «И это жизнь». Спектакль показывается на татарском языке с синхронным переводом на русский. Начало в 19:00. Это в Нуре будет проходить. Артур? Теперь я перенимаю эстафету. Да. Ну а 15 февраля я, как руководитель Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, приглашаю и просто призываю всю культурную общественность прийти на потрясающий концерт «Молодые звезды фортепианного искусства», концертный зал Башкортостан, 19:00. Вообще немножко от зачитывания текста отойду, потому что концерт действительно уникальный. 3 потрясающих солиста. Я просто горжусь тем, что получилось организовать пресс. Они молодые, совсем. Причем самое-самое-самое, что называется, изюминка этого концерта — это Александра Довгань. Это девочка, которой всего 11 лет, но которая выиграла Grand Piano Competition Дениса Мацуева. То есть она взяла абсолютный гран-при. У нее гастроли по всему миру, абсолютно, с Валерием Вячеславовичем Гергиевым. И мега-звезда в 11 лет. И я горжусь тем, что я с ней уже сам играл как солист. Она аккомпанирует и Владимиру Теодоровичу Спивакову, и мне, и многим-многим выдающимся музыкантам. И ну вот это просто феномен. И также рядом с ней такие потрясающие ребята приехали. И Валентин Малинин, и Тимофей Владимиров. А Тимофей Владимиров — это вообще наш парень, потому что после первой летней творческой школы фонда Спивакова, куда мы приглашали замечательного профессора этих 3 звезд Миру Марченко, это просто богиня фортепианного искусства. Я не говорю громкими словами, так это и есть действительно. Она услышала Тимофея и пригласила себе в ЦМШ, Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Он туда уехал, выиграл конкурс имени Крайнего, который курирует Дом музыки, и лично маэстро Спиваков. Ну и парень учится в Московской консерватории, и мы считаем, что его своим... И сделал карьеру, да, уже такую, в том числе, и сделал гастрольную. потрясающую карьеру, и все, и вот он наш из Башкортостана, и благодаря нашему проекту он познакомился со своей судьбой, с Мирой Марченко, со своим проектом. Классно, вот об этом мы чуть попозже поговорим, о том, какие ребята еще. Поэтому потрясающий концерт, 15 февраля, 19:00, а дирижировать будет Алексей Кириченко, наш приглашенный дирижер, который работает, наверное, почти со всеми топовыми оркестрами России и региону, что важно, России. Общался с нашими музыкантами, в диком восторге. В общем, всех приглашаю. Сам, вообще, наверное, один из самых ярких концертов февраля будет. Ничего себе. А вторая новость тогда? А вторая новость. 17 февраля Венский филармонический Штраус-оркестр, жемчужина музыкального мира и хранитель венской музыкальной традиции, выступит на сцене. Также концертный зал Башкортостан, 19:00. Будет дирижер зарубежный Андраш Деак. И я думаю, что это будет также интересно, но я приглашаю 15-го. Не хочу кого-то что-то отнимать аудиторию, но просто Национальный симфонический оркестр — это Национальный симфонический оркестр, Венский Штраус-оркестр — это другая история, но у нас талантливейшие дети, а это всегда очень о многом говорит. Ладно, вот по поводу дружбы с Венским и другими симфоническими оркестрами чуть позже поговорим, а сейчас нужно все-таки завершить новости культуры. И, друзья, в галерее «Мирас» проходит выставка керамизма Виталия Новикова.
Соединив скульптуру, лепку, живопись и графику, автор создает волшебство, благодаря которому из куска глины или шамота вдруг возникает живое существо, обладающее яркими индивидуальными характеристиками и является одновременно прообразом всех носорогов, слонов и других персонажей. Друзья, вход свободный, сходите, Виталий Новиков гениальный керамист, конечно. Помимо этого, насыщенная неделя у нас предстоит. Сегодня открывается выставка картины «Нефтью» Марселя Шайдуллина в ГКЗ «Башкортостан». Сегодня у нас приезжает Станислав Белковский и будет читать лекции «Российский федерализм и сепаратизм в 90-е и сейчас здесь». А также музей Нестерова приглашает на лекцию, посвященную Николаю Первому, и творческую мастерскую «Глиняное царство». Друзья, есть что выбрать, есть куда сходить. Welcome. Ну и День Святого Валентина надо понимать, как отмечать. Да, точно. То есть всех поздравляю с этим интересным праздником, не совсем нашим, но уже нашим. И напоминаю, дорогие мои друзья, особенно мужчины, этот праздник отмечается у нас 2 недели до 8 марта, поэтому... Да. А еще, если у половинок рядышком где-то было день рождения, то оно растягивается. Я говорю так, потому что у моей супруги было день рождения 8 февраля, да, и у меня февраль весь до 8 месяц целый, он идет праздничный. Поэтому всех с праздником. Прекрасно. Ну, помните, да, что вот девушки говорят так, я не знаю, они относятся и запоминают наши хорошие поступки по количеству, не по объему, а по количеству. То есть нельзя сделать один подарок и сказать, а все, вот тебе дам за 4 месяца. До сентября. Да, не получится так, друзья, поэтому и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан 15 числа и 17 числа Венский, да, и музей Нестерова, и все это ждет вас и может быть хорошим подарком любимой. Ну, здорово, Артур. Возвращаясь к теме талантливого человека, который бросил или не бросил. Не бросил. Нет, сделал прекрасную карьеру международную в Москве, выдающийся кларнетист. Спасибо. Десятка лучших. Я все читал, все да? это. Я понял. И вдруг в какой-то момент, прошлой осенью, появляется новость: Артур Назиуллин возглавляет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Это понятно, что колоссальное приобретение и плюс для национального оркестра. Но как тебе-то сюда удалось прийти? Ну, действительно. Что сподвигло? Поступило предложение от республики возглавить один из ведущих коллективов Башкортостана, Национальный симфонический оркестр. И скажу, что я не сразу согласился. Безусловно, учитывая и трудность, и важность, и, конечно же, просто тот факт, что для системной работы надо находиться в Уфе. Мне пришлось оставить ряд учреждений, где я так или иначе был резидентом. Это, например, колледж при Московской консерватории. Мало кто вообще там удостоится чести преподавать, а я его бросил ради Башкортостана. Также Государственное училище духового искусства, которое возглавляет Игорь Бутман. Но мои активы, что называется, Московская государственная филармония, Московская областная филармония, это все при мне. Поэтому я не совсем бросил, я просто немножечко стал труден для принимающей стороны, которая меня отправляет куда-либо. Теперь приходится летать через Москву и дальше. Это уже задачи принимающих сторон. Поэтому вот это предложение поступило, оно интересное, оно немножко приземляет, конечно же, артиста в первую очередь, потому что тут есть и такие системные вопросы, которые по тем или иным моментам, видимо, отодвигались когда-то. То есть сейчас приходится наводить немножечко порядок. Ну, я думаю, что мы с этим справимся, и все будет хорошо. Какие планы, мечты есть у Артура Назиуллина, руководителя Национального симфонического оркестра, и что мешает? Планов очень много, мечт много. Я убежден, что большинство из них сбудется, потому что самая главная задача, чтобы наш оркестр начал выезжать, а он уже начинает выезжать. Какое-то время было затишье, потому по тем или иным причинам он не ездил, например, по Башкортостану даже в той мере, которой, как мне кажется, он должен. Но сейчас мы это очень активно начинаем развивать, и наши города-побратимы, что называется, Стерлитамак, который вторая столица, и Салават, мой родной город, и мы уже туда съездили. Сейчас мы вошли в пул федеральных проектов Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной филармонии, и к нам приезжает государственная хоровая капелла имени Юрлова, и с нашим оркестром 22 февраля в Конгресс-холле будет большой концерт, приезжают
знаменитый Дмитряк, это художественный руководитель капеллы, народный артист России, и наш оркестр, приглашенный дирижер из Большого театра Дмитрий Крюков, кто сейчас с нами очень много работает. Мы дальше выезжаем 23-го в праздничный день в город Нефтекамск, там будем давать концерт такой же праздничный, с таким же составом, 120 человек на сцене. Ну, в общем, это очень мощное событие. Поэтому это уже начинает набирать системный характер, чтобы мы входили в федеральные проекты, чтобы нас начали узнавать с чисто профессиональной, творческой стороны, как, надеюсь, визитная карточка региона. Потому что, безусловно, симфонический оркестр — это визитная карточка региона. Я убежден, что пока я здесь, я должен это сделать, чего бы это мне не стоило. Слушай, а вот сложности что мешает? Да ничего не мешает. И это такие технические моменты, которые были, есть и будут в любой организации. Некий дисбаланс внутри, ну, это поправляется со временем. Самое важное, что сейчас музыканты увидели отклик, я надеюсь, от меня, потому что я сам музыкант, и, в принципе, я был и приглашен наладить внутреннее настроение в коллективе и сделать абсолютно творческую атмосферу. Потому что оркестр, самая главная задача какая? Чтобы все были сыты, одеты, чтобы приезжали хорошие дирижеры, чтобы приезжали интересные, классные солисты, и чтобы оркестр начал просто производить то, что он должен. Он должен производить качественную музыку. Слушай, вот я иногда слышу, когда звучат такие вещи причем от каких-то достаточно уважаемых мной людей в общественной плоскости, они говорят о том, что ну зачем вы привлекаете варягов, когда своих нужно поддерживать и давать им ход. Да? Потрясающие, конечно, слова, спору нет, но почему, например, Баварский филармонический оркестр привлекает маэстро Гергиева, что в Германии есть хороший дирижер? Почему в Берлинской филармонии приглашен дирижер Василий Петренко? Что там нету? Да у нас же... Почему Госоркестр Татарстана возглавляет Александр Сладковский? Что неужели в самой замечательной Казани, при своей консерватории и все, нету своих татарских дирижеров? Это нормальная практика в мировой. Это, наоборот, дает оркестру дальше стимул развиваться. И мы, конечно, будем следовать этому, будем приглашать. Если появится такой замечательный, потрясающий дирижер из республики, так мы только с руками и ногами будем счастливы, чтобы так было. Слушай, мне очень не хочется, я вообще критиковать не люблю, но вот когда я слышу такие вещи, мне это почему-то напоминает какой-то момент оправдания своего фиаско, да, творческого. То есть, ну вот вроде как у меня ничего не получается, ну так поддержите меня здесь, никого не приглашайте. Ну это общечеловеческие моменты, Валериан, я думаю. Мне кажется, что здесь все и так понятно. Тут даже эту тему муссировать, потому что есть люди, например, вот возьмем приглашенного дирижера Дмитрия Крюкова, который уже делал ряд программ и выезжал с нами уже и по Башкортостану, и будет также дирижировать программы с Госкапеллы Юрлова. Человек, который 10 лет был ассистентом великого, не побоюсь этого слова, Геннадия Рождественского, легенда абсолютно, для мира легенда. Он делал для него свыше 200 программ, то есть полностью готовил оркестр под маэстро знаменитого. Он называет Геннадия Рождественского своим дедушкой, потому что он был с ним 10 лет, 24 часа. И человек, который работает в Большом театре России, в театре Покровского, который сейчас стал филиалом Большого театра, в государственной капелле Полянского и приглашенный во Франкфурте на Одере дирижер, тут вопросов вообще не возникает. И еще к тому же преподает в Московской консерватории. Естественно, нам такие люди нужны. Нам нужны люди, которые не на нас будут учиться, а которые нас будут учить. Это принципиальный важный момент. Скажи, а вот наша аудитория, люди, артисты, они готовы учиться воспринимать? Конечно. У нас очень молодой коллектив, и люди... Я просто помню, знаешь, помню внутреннее настроение, когда я только пришел, и я вижу, что сейчас происходит с нашими музыкантами. Совершенно какое-то внутреннее другое состояние у них. Мне кажется, у них немножечко раскрылись шире глаза, в хорошем смысле слова. Просто стало интереснее. Я очень надеюсь, что такая тенденция у нас и будет продолжаться. Поэтому мы приглашаем разных
нельзя зацикливаться на одном. Я думаю, что наше пока развитие в том, чтобы мы работали с разными дирижерами и с разными солистами. Это важно. Слушай, вот есть такая присказка, я не знаю, насколько она верна, но она немножко демотивирует людей, но я юрист и я циник. Да, спору нет. Да, то есть говорят, что если ты до 20 лет не стал сильным, то не будешь, если до 30 лет не стал умным, то тоже не станешь, уже до 40 не стал богатым, то и, собственно, пытаться не стоит. Я понял. Если применить к артисту, к музыканту, как эта штука действует и действует ли вообще? Я могу сказать, что не совсем она вообще присказка неплохая, но она не всегда отвечает, я уверен, тем реалиям. Всегда все сугубо индивидуально. Есть, например, ряд музыкантов, я не хочу сейчас называть фамилии, но это значит, очень... есть шанс стать богатым. Вот у меня тоже, знаешь, я тоже об этом думаю, так 40 лет, еще немножко время есть. Вот, могу сказать, что есть ряд суперзвезд, которые сейчас вот мега действительно не российского, а международного формата звезды, которые записывают диски на Deutsche Grammophon, то есть это high-класс. И не хочу называть фамилии, но, например, скажем, человеку уже слегка к 50. Да, человек был известен, да, он играл там со знаменитыми коллективами, но это было вот при том потенциале, например, который у человека был заложен, все понимали, что вот, что-то мешает. Бог его знает, что мешает, но что-то мешало. А вот бах, и пошло, и сейчас просто выстрел в стратосферу у человека пошел. А ему уже ближе к 50. А мешало лет до 45. Вот что-то. При этом, да, действительно, и с Плетневым, и с Арнаулой концерты, и с кем угодно. Все уважают, все почитают, но при этом это не тот уровень известности, который и востребованности, который человек действительно заслуживает. А вот потом пошло. Поэтому я не считаю, что 40 лет или даже 30 лет получается известность. Нет. Но не всегда. Почему-то все программы, большая часть программ, которые развивают, которые продвигают в России, в мире, они направлены на развитие талантов детей. Да? Спору нет. Потому что это закладывается все с детства. Вот помимо Национального симфонического оркестра есть большой проект, о котором мы говорили в прошлом году, с тобой встречались. Это деятельность фонда Спивакова. Да. Как там дела обстоят? Как много интересных, талантливых ребят в Башкирии в сегодняшнем сезоне, вот, которым наверняка ты же грант выиграл. Да. Скажи, пожалуйста, подробнее, там что? А потом про взрослых моя отдушина в хорошем смысле слова, помимо творчества, сольного исполнительства и, конечно, руководства большим коллективом, это фонд Спивакова, фонд, который мы с Владимиром Теодоровичем создали в 2016 году, фонд, в котором я вырос в Москве с детства, который меня поддерживал. И сейчас, учитывая тот факт, что за 2 года мы получили 2-й грант президента России, это, конечно, колоссальный кредит доверия Федерального центра к нашей организации. В принципе, в регион были привлечены для нашего сегмента существенные средства, порядка 9 миллионов. Это все деньги остаются в регионе, как мы понимаем, это, грубо говоря, инвестирование. Вот. И тот проект, на который сейчас мы получили грант президента, это называется «Дети детям. Музыка наших сердец». Это социально-культурно-образовательный проект. Вот 3 составляющие, которые мы закладывали в этот проект, в котором принимают участие талантливые дети из районов и городов Башкортостана. Дети прошли отбор, и 25 человек вошли в команду этого проекта. Команда делится на 5 групп, по 5 детей, и команду педагогов. То есть мы едем, вот мы позавчера были в городе Бирск, проводили концерт в Бирском детском доме, проводили мастер-классы в Бирской детской школе искусств и в центре «Умникум». Да, там классный центр. Да, классный центр. И суть проекта, то, что проект нацелен на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Концерты, как я сказал, в детском доме, концерты в детских больницах или городских больницах, когда талантливые дети посредством, как мы сейчас называем, музыкотерапии, делятся своим талантом со своими сверстниками. И, как мне кажется, дарят надежду. Это самое важное. Дарят доброту и частичку своего тепла и сердца. И когда мы видим молодых ребят, которые, может быть, в чем-то что-то не видят, чем-то обделены, слезы на глазах, в момент того, когда они смотрят, когда ребенок играет, а играет здорово, да и у нас слезы наворачиваются от этого зрелища.
значит, это очень не зря. И мы очень благодарны, что нас и поддерживают, и в Бирск с нами мы удостоились чести, поехала Карина Владимировна Хабирова вместе с министром культуры. Здорово, что это есть, что на это обращают внимание. Я надеюсь, что этот проект будет жить, а вообще проект у нас годовой. Мы с января по декабрь 2019 года проедем 25 городов Башкортостана, Татарстана и Челябинской области. Поэтому годовой проект. Дети играют в учреждениях. Наряду с этим же замечательные педагоги проводят мастер-классы для образовательных учреждений этих районов и городов. И дальше городской концерт. Все бесплатно, все благотворительно. Классно, классно. Дай бог, чтобы он получил продолжение, получил жизнь на многие-многие долгие годы. Но по поводу талантов. Как фонд Спивакова выращивает? Как он отбирает талантов? Есть ли среди наших детишек те, кто может стать серьезными звездами международной величины? Есть. Как мы выбираем таланты? Вот я сейчас вспоминал, когда рассказывал про проект наш, мы с тобой встречались ровно год назад, когда мы получили первый грант президента на проект Академия фонда Владимира Спивакова. Тогда свыше 400 заявок мы получили на участие в проекте, и 100 талантливых детей были отобраны для участия в мастер-классах. Вот этот отбор нам позволил дальше отобрать детей для второго проекта. В чем суть была? Мы привозим знаменитых профессоров, которые на протяжении целой недели занимаются с ребятами. Ребята из разных районов. 23 района приняло участие в самом проекте. И могу сказать, что город Уфа было далеко не большинством. То есть была суть привезти из районов детей, поселить в центре Уфы. Мы все оплачивали. Дети каждый вечер посещали оперный театр, концерты. Да, но они и занимались плотно. Они занимались весь день. А вечером посещали учреждения культуры. Есть успех у этих воспитанников? Вот я просто начал очень издалека, я сейчас доведу. Соответственно, потом мы увидели тех ребят, которые действительно вау. Эти ребята сейчас, наверное, с нами поедут на концерты празднования столетия Республики Башкортостан, город Москва, 6 марта, Московский международный дом музыки. Ух ты! Да, также эти ребята принимают активное участие в наших проектах. И наш фонд же является неким мостом между Башкортостаном и федеральным центром. Поэтому благодаря этому мосту наши ребята выезжают в разные проекты в Дом музыки, проекты Международного благотворительного фонда «Маэстро Спивакова» в городе Москва, получают стипендии уже со стороны Москвы. Поэтому мы аккумулируем здесь кадры и дальше передаем их в руки маэстро. И вот тот парень Тимофей Владимиров, о котором мы говорили в начале, тоже абсолютно воспитанник вот этой программы летней творческой школы, что является прототипом академии нашей образовательной. Слушай, ну классно, дай вот бог, так, чтобы... Потому что я прошу прощения, что перебил, и спасибо, что ты сказал, дай бог, чтобы я, видимо, что-то хорошее ты хотел сказать. Вот. Я просто имею в виду, что культура вообще довольно затратное, это на самом-то деле занятие. И занятие музыкой на том уровне, чтобы ты дальше стал именитым музыкантом, либо вообще уехал, это же все стоит больших денег. Поэтому как мы дальше продолжаем? Вот мы, аккумулируя средства, мы детям даем самое важное. Это образование у лучших профессоров, музыкантов России. Да, и возможность общаться с ними. Да. И возможность выходить за пределы. Слушай, программа «Радийная» подходит к концу. У нас осталось буквально 30 секунд. Я не согласен с тобой, честно не согласен с тобой, что культура — это затратно. Да, это затратно, но это значительно дешевле, чем какие-нибудь наши новые Посейдоны. Здорово, давайте перенаправим часть средств на культуру. Я мечтаю об этом, потому что из миллиона рублей налогов мы платим на культуру 6 тысяч рублей, а на все остальное 500. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы уходим в вещание в социальных сетях. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.